Алло. Ассаламу алейкум рахматуллах. Алейкум салам рахматуллахи баракату. Руслан, Да. здесь со мной на связи наши старейшины Султыгов Сараджудин и Машаллах. Албагачи Муса. Поэтому я хотел, чтобы вы уладили это недоразумение, объяснились и сняли этот вопрос, и чтобы дальше эта ситуация не развивалась. Ты слышишь, Муса? Сараджудин? Слышно? Да, я слышу. Салам алейкум рахматуллахи баракату. Уважаемые старейшины. Алейкум салам. Вопрос, который мы до этого уже в этих обращениях обсуждали, он вопрос очень конкретный. Это вопрос касается не только там нас, рожденных, это как бы на самом деле задел весь ингушский народ. И мы для этого говорили, конечно, нам не хотелось бы верить в то, что это просто так мышленно. Мне очень тяжело было этому поверить, потому что так резко поменяться не может эта ситуация. Поэтому это вот то, что ты сказал, это твое мнение, или же, значит, это в политических каких-то своих, в принципе, в политических каких-то интересах было сказано, вот у нас какое-то было подозрение в этом, потому что так резко ситуация поменяться не может. Хотелось бы узнать, Руслан, твое искреннее мнение в этот месяц Рамадан. Я думаю, у нас нет сомнений в том, что ты истинный мусульманин, и ты будешь говорить правду. Нам хотелось бы с твоих уст, чтобы многие ингуши услышали, дагестанцы услышали. Мы не разделяем. Это все мы братья, между собой связаны. Что ты думаешь по этому вопросу? Очень хороший вопрос. Благодарю вас за то, что нашли возможным пообщаться и прояснить напрямую уже. Я уже несколько раз пытался озвучить и донести, насколько я уважительно отношусь ко всему ингушскому народу, и что никакого политического заказа за моими словами нет, что эти слова были обращены вообще не к ингушам, и это было просто использовано как обобщение, чтобы описать не ситуацию с ингушами, а ситуацию вообще в момент развала Советского Союза с народами Кавказа. Вот об этом была речь, и слова кем-то были вырваны из моей речи, без объяснения, перед кем я выступал, кому я что-то объяснял, для чего этот пример приводился. И этот кусок был вброшен в интернет, чтобы делать больно нашим братьям-ингушам. И пока все это продолжалось, мне самому было очень больно, потому что я 15 лет, 10 лет своей жизни вложил в развитие отношений с ингушами, в развитие ингушской молодежи. Вместе с нашими другими братьями-ингушами мы делали образовательные проекты. Как мусульманин, я призываю Аллаха в свидетели, что я не имел намерения обидеть ингушей. Кто-то другой вырезал из контекста мой ролик и начал травить ингушей. Такое случается со многими учеными, когда берут книгу, диссертацию и какое-то научное выражение вырезают и начинают травить народы. Как мусульманин, в месяц Рамадан я считаю, что мы должны прийти к примирению. И я, как младший перед старшими, как искренний мусульманин перед лицом всего Кавказа, я готов приносить извинения в месяц Рамадан перед ингушами, перед чеченцами, дагестанцами, карачаевцами, балкарцами, адыгами, всеми другими народами, остинами. Я готов повторить эти слова ради того, чтобы в месяц Рамадан мы оставили этот спор и как братья продолжали дальше укреплять отношения. Ролик в сеть я не вбрасывал, отношения с ингушами я не разжигал, обиды не наносил целенаправленно. Все это делали другие люди. Но то, что моим братьям-ингушам стало больно, вот за это, как мусульманин, я просить прощения у ингушского народа. Но с другой стороны, в своем ролике, в последнем, вы обидное слово в отношении меня тоже произнесли. И несмотря на то, что я младший, но как мусульманин, я не могу с этим согласиться. И хотел бы выслушать Афикум Баракаллах. Ваше авторитетное мнение, как Аксакалов. Ты достойно поступил, что извинился. Значит, если нами сказанные слова, Руслан, просто у нас были какие-то другие подозрения,
ввиду там нескольких обращений, у нас появились какие-то свои обращения, свои подозрения. Я думаю, в своем разговоре ты это рассеял. И мы тебя тоже, конечно, со своей стороны приносим извинения, если мы тебя каким-то образом задели за эти слова. Конечно, это абсолютно не проблема, Руслан. И я хочу, чтобы мы действительно сегодняшний раз разговор принес пользу не только нам, тем, которые здесь общаются, и нашим народам. Бархал тебе, Руслан, за это. Уважаемые аксакалы, за то, что в ответ на мой шаг, на мои слова об извинении, вы тоже принесли слова об извинениях. Я искренне вас за это благодарю. Пусть Аллах Всевышний устранит эти обиды из наших сердец. И в этот месяц Рамадан мы начинаем заново чистую страницу наших отношений, чтобы на пути истины и справедливости объединить наши усилия ради процветания наших народов. Руслан, Да. Сараджудин, Муса, Руслан, я пару слов скажу. Искренне благодарю и старших наших за понимание, за выдержку, и тебя, Руслан, за достойный поступок. Я надеюсь, что вот этот разговор, он станет примером для того, как мы должны урегулировать возникшие между нами недопонимания. И ни в коем случае не допускать, чтобы эти недопонимания, они могли принести осложнения между нашими кавказскими братскими народами. Руслан, на самом деле, очень много, я свидетель тому, очень много приезжал и помогал ингушской молодежи, и очень много проектов. И я уверен, что он не тот человек, который может из каких-то соображений, интересов, чьих-то интересах оскорбить или задеть ингушей или другой кавказский народ. Поэтому я благодарю вас всех за этот разговор и надеюсь, что впредь нам не придется больше объясняться по каким-либо другим вопросам и недоразумениям. На этом я эту конференцию заканчиваю. Баракаллах всем. Салам алейкум. Вафикум баракаллах. Алейкум салам. Рахматуллах.